Салам алейкум, всем привет, дорогие подписчики. Мой погибший брат, он всегда это мотивировал меня, что я везде выступала, что активная девушка была. Потом я сказала ему, почему так ты это хочешь, что я везде выступала. Он сказал, у тебя все получится, потому что ты необычная девочка, у тебя всегда это получится, ты сможешь этого. А потом я сказала, хорошо, школу заканчиваю, нигде не хочу поступить. А он говорит, тогда тебе замуж выдадут, как сестра старшая. Она не учила, замуж дали. Я сказала, я не хочу замуж, тогда будешь учиться. Пошутил со мной, говорю, ладно, буду учиться. Это зачем мне учиться? Потом я брату, знаете, что говорю? Никто же у нас не учится, девчонка, вот до 8 класс, все. Он говорит, а ты не из этих девчонки, ты другая девочка. Ты на них не смотри. Ты на себе смотри, ты доверяй себе, ты верь себе, что ты учишься, тебе получится. Если твои одноклассницы, они как это не учились, или давай это вот это улица, где девчонки, они не учатся, это не значит, что ты это не сможешь. Ты сможешь, что все получится. А вот наши отличники, наш класс, да, это мы 5 отличники были. Это 3 девочки, 2 мальчишки. Это все отличники, все мы стали это преподаватель. Потом я знала, что моя это старший класс, наш класс, и вот это заместитель, они тоже это стали это преподаватель начальных класс. Мой одноклассник, это Фархот Мухсинов, отличник тоже, он преподаватель, он работает в нашем школе, где мы учились, и потом узнала. А вот пятый этот отличник, он не стал это преподавателем, мы 4 вот это преподавателем стали, он стал другой человек. Тоже он это получил профессию, тоже 5 отличников. А вот потом я узнала. А вот мой брат всегда мотивировал меня, что ты другая девушка. А потом он это, я говорю, что ты мне как это прицепился? Он говорит, тебе буду как это убедить, буду уговорить, будет тебе как это, до того, что ты не поступишь это в университет, тебе не останется тебе. Я говорю, ладно, говорю, ты-то как это поменьше можно это мне как это задачи давать. Он мне повесили это таблицу Менделеева, он каждый день говорит, ты мне одну формулу будешь рассказать. Я говорю, не буду эту формулу рассказывать. Он что, кто он, этот Менделеев? Я не хочу ничего это учить. Мой брат говорит, нет, как же русский есть, не знаешь, научим, не можешь, пока не хочешь состоим. Он тоже мне всегда сказал, ты не хочешь, тебе заставлю, что ты учила. Потом ты мне когда-нибудь потом скажешь спасибо. Да, вот сейчас я говорю, что благодарю Аллаха, что такой брат мне, он как это подарил, такой брат у меня был, что вот поступила, учила вот это в медицинском колледже, все формулы, которые он заставил меня учить. Я химию не любила, не то, что не любила, химия для меня был сложный это предмет. Поэтому он мне помог, я учила формулу. Эти формулы, которые он мне это заставил учить, все эти формулы мне пригодились в этой медицинском колледже, когда я учила. Да, медицинские формулы, это химия, биология, это же основные эти же предметы. Вот такой мне был брат, такой это золотой. Всегда он со мной, это как это насчет этого поступления, всегда он сказал, где будешь поступить и учиться. А тебе получается такая эта девочка умная. Вот сейчас сидит умная девочка перед вами и рассказывает все эти полезные вещи. Не так ли? Если я скажу правду, ставьте плюсиком, пожалуйста, в комментарии. Что если все мои слова правда, все мои слова полезные, ставьте плюсик, пожалуйста, в комментарии. Жду ваши плюсики. Благодарю за внимание.